Дорогие друзья, в одном из наших роликов активистов Гражданского патриотического общества мы отметили антидуховность как общий знаменатель деструктивных сил, различных, объединенных этим, от либерасни, халуев, Хрущева, через антисоветизм и до русофобии наших дней. Сегодня мы продолжим немножко обсуждать тему антидуховности, социально-духовной деструкции. Что вы скажете, Александр Степанович, про антидуховность вот сегодня, и где мы видим ее рога и копыта торчат? Я хочу остановиться там, где я, в принципе, немножко знакомился целенаправленно. Это работа художников. И что хочется отметить. На Свердлова 2, там, где была когда-то фабрика «Кухня», была выставка старшего Шапо, Владимир Шапо, художник, ну и несколько картин его сына Александра было, и там еще, по-моему, кто-то с его сыновей. Ну, вы знаете, такого сатанизма вот, в одном месте, там, вот, чтобы нормальную картину с позиции так вот, там нету. Там вообще не было нормальной картины. Единственное, самое такое, ну, иллюстрация, как женщина голову отрезанную держит, там еще как. Все остальное чистой воды сатанизм. То есть нормально там, как отрезают голову. Ну, да, это да. А остальное все, оно намного хуже. А все остальное я написал и приводил фотографии, ну, стиль безобразный, уродливый стиль. Глаза отдельно нарисованы, руки, пальцы отдельно, там, ну, такое, знаете. Но если брать такие выставки в Дворце искусства, якобы культурные, всегда на выставке процентов 10-20 картин, такое откровенно, извиняюсь, дерьмо, которое, опять же, проповедует сатанизм, которое занимается святотатством. Если бы, допустим, в адрес мусульман нарисовали такое, что там рисуют в адрес православной церкви, то было бы тоже, как и в Шарли Эбдо. Кинули бы гранату или там что-то еще. И на этом бы и закончилось все. Но мы осуждаем любую террористическую деятельность. Да, но православный народ более, так сказать, толерантный в этом отношении, более покладистый. Поэтому православие можно гнобить, можно над ним издеваться как угодно. Вот, кстати, Шапо тоже, у него там целая подборка картин, которые, ну, это вообще разжигание, я считаю, антирелигиозное. Ортофобия. Ортофобия, да. То есть это чисто разжигало. Далее, какие еще тенденции прослеживаются буквально, ну, если не на всех, то почти на всех выставках, это вот расчеловечивание. В каких формах это идет, я уже сказал, религиозное направление. Потом идет пропаганда суицида, тоже немаловажно упор делается. Пропаганда, скрытая пропаганда ЛГБТ-ценностей. Вот, допустим, есть такая особенность, может, кто-то по Минску раньше ходил, обращал внимание, когда рисовали вот такая вот корона, 4, 3, 4, 5 зубчиков, просто зубчики такие. Корона, снизу кружочек и точечка. Вот. То есть рисовали такое довольно часто. Но это означает, извиняюсь, коронованный педераст. Кружочек это, как говорится, рабочий орган, а дырочка, наверное, отверстие, которое нарисовано, ну, сверху корона. И вот картины с такой вот короной уже я дважды видел. А второй раз, буквально вот мы 2 дня назад ходили на выставку, и написано «Король в пустыне». Сидит человек, чем-то очень похож на Христа, который Крамской нарисовал. Лицо, бородка похожа, волосы такие же длинные. И вот такая вот корона на 4 зубчика. И явно видно, что ее дорисовали до головы. Видимо, сначала хотели парящую нарисовать, а потом поняли, что слишком будет броская. Ну, взяли чуть-чуть, так вот свели корону к голове. Ну, извините меня, это святотатство. Это прямое разжигание вот этой антирелигиозной розни. И главное, это где?
салон Савицкого находится в 200 метрах от кафедрального Свято-Духов собора. И рядышком с салоном находится Святой Марии, тоже кафедральный католический костел. Но я тоже отмечу, Да. как отслеживать Да. вещи, то на Западе глумление над вот постатью Христа и измышление всяческой мерзости, не будем озвучивать, это очень популярно среди всяческой, значит, прогрессивной мрази на Западе. Это просто, как у них говорят, тренд. И на эту тему публикуется что угодно, начиная от псевдоискусства, кончая вот псевдонаучными исследованиями. Ну, дальше, допустим, пропаганда или как наркотиков. Да, она редко идет, и ее стараются завуалировать, эту пропаганду. Ну вот опять же на этой выставке в галерее Савицкого нарисован велосипедист с такими шикарными усами, едет на детском велосипедике. То есть там коленки ему чуть ли не в грудь упираются. Мазня мазней, будем так говорить. Смотреть, вот лицо нарисовано голубым цветом. Ну, казалось бы, ну же какое-то, вот, ну, бредятина. Глаза в сторону смотрят, такая, и зрачок маленький, точечка стоит. Руки, одна рука за руль держится, вторая вот так вот согнута, лежит на руле просто. Открываю признаки опиатных, употребления опиатов. И что я там вижу? Признак суженные зрачки, бледный вид лица. Ну, тут бледно уже вообще голубой краской нарисовали. Потом вот эти вот сжатые, ну, там сухожилия, получается, спазмы идут. Пожалуйста, там рука сжатая, даже за руль не держится. И самое интересное, название картины, я, может быть, не обратил бы внимания, но название картины называется «За соком». Один из признаков передозировки опиатов является сухость во рту, жажда. Все, что можно изобразить в изображении наркомана, здесь изображено. Но, кроме того, одно из названий наркоты, существующих, значит, для... Ну сок это да. Сок еще называется и сама наркота. Да. Потом вот и следующий момент расчеловечивания, это опять же завуалирована пропаганда суицида. Вот нарисован высотный дом, вот сидит водолаз в скафандре, у него на руках девочка маленькая, рядом плавает синий кит, ну и там что-то, я не помню название, я научу тебя дышать или как-то, не помню. Ну то есть это вот реальная пропаганда суицида. Синий кит это известный раньше сайт был, который именно суицидные вот эти настроения проповедовал. Ну и девочки, которые прыгали с многоэтажек, разбивались. Вот она тут, в принципе, нарисована. Прошло год, и подобная картина, но уже без синего кита и без этого скафандра, просто нарисован небоскреб, и на небоскребе на краю сидит свесивший ноги человек. Девочка, по-моему, тоже. Ну, опять же, то же самое завуалирована пропаганда суицида. Муссирование всяческой дисциплины. Ну и вот последнее, что вот, когда вот я сходил на выставку, нарисована картина Петкевича. Ну, нужно отметить, что Петкевич получил премию союзного государства в этом году из рук лично нашего президента. Вот велосипед. Да, велосипед, да, велосипед вообще шикарнейше изображен. Вот спица, каждая нарисована спица, а тени на земле, на песке, они изображены с учетом рельефа песка. То есть, понимаете, вот, насколько все детально, да, это настолько шикарно, и цвета подобраны. И вот смотришь на эту картину, вот видишь, такая, прохладная погода, ветреная, хоть солнце яркое, но не ощущается вот этой жары, как обычно, знаете. Вот, думаю, как же она называется? Название «Купальщица». Стали опять смотреть на эту картину. Где же эта купальщица? Смотрели, нигде среди волн человека нету. На берегу одежды тоже нету. Вопрос. А где? На велосипеде не разделась, не разулась. Да. И где же купальщица? Казалось бы... Опять-таки тема суицида девушки представляется в какой-то античеловеческой романтике.
Все завуалировано. И если бы не назвали, никто бы не подумал, что это можно пропагандировать. Но хотят, чтобы подумали. Да, Оно завуалировано, но так Да, сказать, да. чтобы придать флёр романтики. Да, да. А на самом деле качается вот эта Да. деструкция, И вот, прокачивается. понимаете, вот такие моменты, они проскальзывают очень часто. Да, здесь нету никакой пропаганды прямой, тут ничего не написано, никакого насилия. Остальные картины, которые на этой выставке, вообще шикарные. Ходишь, добродушные такие, добрые, там Минский. Вот, подавляющая часть картин, то есть, чудесные да. зарисовки пейзажей, Да, Минска. то есть смотришь, вот, ну прямо вот такое, знаете, тепло от них исходит. Ну, я не говорю уже о подходе к изображению женщины, которые там есть. Когда рисуют женщин, то синим лицом, то зеленым, то еще с каким-нибудь. Ну да, у женщин рисуют руку без локтевого сустава, так просто полусогнутую, такую вот дугу. Ну, это, понимаете, это надо видеть, вот это вот убожество, вот это уродство, как уроду женское тело. Да, но дело тут не в том, что кто-то Это- решил это мазать мозгу, назвался. это Это одна и та же расчеловечивание. тенденция. Это расчеловечивание. Где и просто мазюки, и где вот и мастера кисти, все вот в этой деструкционной, значит, не все, а те, кто там, да, в этой деструкционной плыни. Да, А потому- расскажите, Александр Степанович, про наш настольный футбол. Ну так вот опять же, это вопрос тому же Петкевичу. Когда открывалась выставка 3 мая, я решил прийти прямо туда, к открытию. Ну, прошелся, пофотографировал, такое самое вопиющее, то, что бросалось в глаза. Ну и думаю, надо что-то, вот, извиняюсь, дерьмо запить кофе, чтобы эту блевотину, чтобы как-то... Зашел в кафетерий, взял чашечку кофе, смотрю, идет с мангалом товарищ Зинкевич, уносит его с выставки куда-то там в уголок. Что это за мангал? Короче, многие знают, вот настольный футбол есть такое понятие. Короче, вот товарищ Петкевич вместо футбольного поля взял мангал, взял шампура и на эти шампура нанизал вот эти фигурки людей. Черного цвета, подгоревшие, ну и красные, так сказать, подкопченные. И вот они на шампурах, вот на этом мангале стоят. Без рук, без ног, вот такие вот тушки. Ну и я так понимаю, что, видимо, документы туда, представление на Петкевича уже ушло в администрацию президента, скорее всего. И чтобы их не вернули, кто-то сведущий подсказал, видимо, Зинкевичу, что надо убрать вот этот мангал с выставки. И вот буквально возле меня его принесли и спрятали. Больше полугода прошло, и вот сейчас выставка Viva Cola Art 2024, стоит опять этот мангал, никто его не убирает. Ну что ж, Петкевич уже получил премию, куда уж выше. Получается, пожалуйста, вам наглядные примеры, как тихо, из-под воль, незаметно, но нам внушают. Человечивание. Да, то есть что вот тушки надеты на шампура. Это следующий этап, скажем, ну видите, давайте мясо человеческое будем кушать. Сейчас вот подроберы идут. Вот как раз вот для них и мясо подоспело. Человечину пора кушать. Ну, звери ж кушают мясо человеческое, кушают. И В Лондоне еще больше 10 лет назад открыли магазин, мясной магазин, где из конвенционального мяса, там говядины, всякого другого, изготовляются в виде частей человеческого Да. тела куски. вот и здесь то же Подобные самое. открылись с тех пор еще в разных местах западного мира. Вот такие магазины. То есть, с одной стороны, мясо меняем на червей, с другой стороны, в виде частей человеческого тела изготовляем, значит, реальное мясо обычное. И вот когда сейчас идет пропаганда вот этих квадроберов, пожалуйста, вот вам и пища для них уже подготавливают, окна Вертона открываются. Следующий этап будет людоедство и тому подобное. И вот это, значит, тренд, и это хотят на этом основать самобытность белорусского, спаси Бог, значит, это не белорусское искусство.
То есть важно понять, а какая же идеологическая направляющая сегодняшнего, значит, западного тренда, что он несет миру? Она просто одним словом, это расчеловечение. Да. То есть все разговоры права человека, это право человека не жить в рамках института семьи, а публично проводить дискредитацию, дефамацию облика женщины, материнства, деторождения. Говорим об уважении к человеческому телу, ценности человеческого тела, наоборот, мы будем показывать искорёненное человеческое тело, будем показывать, как его жарят на шампурах. Вот это, как бы, так сказать, тренд, антидуховный тренд Запада.